А если в Таджикистане, я вот не знаю, какой-нибудь закон о защите адвокатов, о защите адвокатской практики, допустим, о неприкосновенности адвокатов. Каким образом защищаются сами адвокаты, вот, допустим, Шухрат Кудратов, для того, чтобы оправдать свою невиновность? Нет у нас такого. Есть закон, который для всех один он. А так вот особого закона, допустим, чтобы защищать адвоката или прокурора отдельно, или по-особому, нет, конечно. Но здесь, я думаю, что вот, допустим, у судей есть ассоциация судей. Я думаю, что как раз-таки, если были бы вот такие общественные организации, типа союз, там, типа ассоциация, возможно, они бы защищали бы своих членов, своих коллег. Но как такового отдельного закона для особой защиты нету. Как вы можете прокомментировать дело ПИФТ, нашумевшее? Насколько легитимны действия были в отношении членов ПИФТ? Вообще, в отношении партии Исламского возрождения Таджикистана еще последние 2-3 года шла такая пропаганда, то есть антипифтовская пропаганда через средства массовой информации, через социальные сети. Были запущены очень такая мощнейшая сила против этой партии. И в конечном итоге действительно они смогли устранить ПИФТ как политическая партия из политической арены Таджикистана. Первое, то, что им не дали место в парламенте. Тех 2 мест, которые они ранее занимали в течение 10 лет, тоже они лишились. Затем аресты, преследование членов ПИФТа, и в конечном итоге признали в судебном порядке запрещенной партией террористического характера. И фактически деятельность этой партии была прекращена на основании судебного решения. Я считаю, что вообще, не знаю, насколько я не являюсь членом этой партии, но я всегда думала и думаю, что эта партия была стабильной партией. Во-первых. Во-вторых, эта партия была создана на основе договора о мире. Одним из условий договора о мире между правительством и таджикской оппозиционной силой именно создание вот ПИФТа и ее деятельности. А с запретом деятельности ПИФТа фактически одна сторона, то есть правительство, нарушила условия договора о мире. Я лично, как гражданин Таджикистана, всю жизнь живу в Таджикистане, я, допустим, никогда не чувствовала, что эта партия ведет какую-то террористическую или экстремистическую деятельность, или пропагандировала войну, там, нестабильности. Партия стабильная, нормальная. Но здесь еще и нужно учесть, что с учетом исламизации общества, эта партия в последнее время стала набирать обороты. То есть и количество сторонников. Потом партия фактически была очень сильная и с материальной стороны, и с идеологической стороны. И фактически эта партия составляла конкуренцию действующему правительственной партии
народно-демократической, правящей партии. Поэтому вся проблема началась, я думаю, что на этом фоне, что она конкретно была соперником, то есть конкуренцией правящей партии. Но несмотря на это, насколько законными были действия в отношении ее членов, их просто арестовали, так скажем, без суда и следствия. И, насколько я знаю, уже двоим, в принципе, вынесли приговор. Ну, я думаю, что если только из-за деятельности этой партии их арестовали, я по материалам уголовного дела не знаю, и фактически информации нет, что они совершили преступление. Но по тем статьям, которые пишут вот, в средствах массовой информации, значит, это опять-таки терроризм, экстремизм. Я думаю, что когда они действовали, это действующая законная партия была. Она не была закрыта, она действовала на основании закона, зарегистрированная. Но ведь получилось так, что если меня память не этой, их арестовали, а потом запретили деятельность этой партии. Но так не бывает, потому что когда они были привлечены к уголовной ответственности, и их фактически задержали, арестовали, но партия еще была законная. То есть это противоречит полностью Ну, закону. здесь, конечно, но здесь, знаете, здесь опасно то, по сути, опасно то, что сегодня власти пошли на такие жесткие меры, признать эту партию террористической, и запретить ее деятельность, и они не подумали о последствиях. Ведь эта партия имеет 40 тысяч членов, а еще сколько сторонников. Теперь для того, чтобы они реализовать свою исламскую, то есть идеологию исламского или религиозного характера, возможно, теперь они пойдут подполье, подпольно будут действовать. Вот тогда они на самом деле будут экстремистами и террористами. Вот об этих последствиях власти не подумали, что мы можем завтра столько создать проблемы, да, в связи с тем, что запретили эту партию. Завтра у нас родится 40 тысяч экстремистов или террористов. Ну, такие жесткие меры нельзя было, потому что любой репрессивного характера меры дают обратный эффект. Вот на сегодняшний день мы уже видим это, потому что народ обозленный. Мы еще не знаем завтра, какой будет социальный взрыв между ними.